29 апреля этого года в Министерстве профтехобразования Якутии вышел приказ о переводе Ленского профессионального училища номер 20 в статус технологического техникума. Прием в учебные заведения, получившие новый статус, ввелся пока по 3 направлениям, однако желающих стать студентами оказалось в 2 раза больше. Елена Парыгина продолжит тему. Сварщик, повар, кондитер и пожарный. Такие профессии были предложены в этом году в бывшем профессиональном училище номер 20, ныне Ленском технологическом техникуме. Тем, кто решил пополнить трудовые резервы района. А их было, как и за последние 3 года, немало. В группу МЧС, например, конкурс составил 3 человека на место. Не увидев своей фамилии в списках поступивших, расстроенные дети и их родители шли выяснять, почему. Мы не только смотрели характеристики, да, мы не только смотрели, как учащиеся у нас по аттестату принимали, да, но и все требования у нас выдвигали сами участники, потому что они основные работодатели, и понятно, что им нужны лучшие. После того, как наша приемная комиссия рассмотрела все заявления, второй этап – это была физподготовка. На стадионе, конечно, погода выдалась дождливая. Как раз, наверное, они прошли те испытания, которые, в каких условиях должны работать МЧСники. После испытаний вместо положенных 25 человек в группу взяли 28. С условием, что ни прогулов, ни двоек за семестр, ни у кого быть не должно, иначе отчисление. По профессии сварщик тоже профессия очень востребована. В этом году, я уже повторюсь, наверное, у нас очень много иногородних приехали, да, с Витима, с Алюкминска, с Бичинчи, с Мурьи. В общем-то, дети, которые пожелали учиться именно в нашем техникуме. Одним из первых вопросов будущим студентам был куриш. Политика ЗОЖ, приоритетное направление воспитания, работа психолога, наглядная информация, беседы с врачами, составляющие этой политики. Новый статус автоматически повышает требования и ответственность. К новому учебному году поступили новые учебники, тренажеры. Все с нетерпением ждут 1 сентября. Год обещает быть интересным. У нас очень много планов. У нас пришли очень много молодых специалистов. Я думаю, что ребятишки не пожалели, что пришли именно в наше учебное заведение. А еще интересен тем, что они уже поступили. Это первые наши ласточки, да? Первым ласточкам придется, конечно, нелегко. Не попасть под отчисление, курящим бросить курить, создать студсовет. Ну, все с нуля. И все же их ждет студенчество. Самое классное пора в жизни.